Привет, друзья! Вы на канале Сладкое Хобби. Сегодня приготовлю муравейник, но не в качестве торта, а в виде пирожных, либо просто разложу по тарелкам, когда придут в гости. Итак, для теста нам необходимы 3,5 стакана муки, 560 грамм, маргарин либо сливочное масло 200 грамм. У меня здесь пампушка 180 грамм, еще добавлю 20 грамм масла. Также полстакана сахара 100 грамм и 1 стакан либо 200 грамм сметаны. Для начала растопим масло. Масло растопили. Теперь добавлю сюда сахар. Добавлю сметану. В этом рецепте я разрыхлитель не добавляю, так как тесто получится рассыпчатым. Тесто для муравейника готово. Убираю на 1 час в холодильник. Тесто для муравейника можно пропустить через мясорубку, либо через терку. Мне проще через терку. Противень ничем смазывать не будем, так как тесто у нас так жирное. Такое вот тесто. В это время духовку включаем на 200 градусов. Будем выпекать 20-25 минут. Тесто вот пропустила через терку. Этот противень 30 на 40, и у меня еще чуть-чуть здесь осталось. Буду выпекать в духовке верхней и нижней полках. Как только верхушка подрумянится, через 10-12 минут поменяю местами. Наш муравейник готов. Есть чуть-чуть подгоревшие места, я их обычно убираю ложкой. По краям иногда подгорает. Я чуть-чуть передержала. Так, разломаем. Чуть-чуть остыл. Еще горячий. Можно воспользоваться скалкой, раздробить. Видите, они жесткие. А если вот так, как ломаться? Если они были бы с разрыхлителем, они были бы рассыпчатыми. Так как я муравейник делаю не в виде торта, а просто чтобы разложить по тарелкам, я просто добавлю сюда масло и сгущенку. Если хотите оформить в виде торта, то тогда взбивайте масло, добавляя сгущенку. Муравейник много времени не занимает. Единственное, следите за процессом выпекания. Так, кстати, можете добавить пару чайных ложек мака на ваше усмотрение. Муравейник готов. Можете украсить сахарной пудрой, шоколадной крошкой. Муравейник получается хрустящий. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.